Ну, что касается первого тайма, то ребята вышли немножко, опять же, чувствовали скованность, немножко медленно играли, и тут территориальное и игровое преимущество было на стороне Рубина. Вот. Ну, то, что по моменту забитого у нас, конечно, есть проблемы при розыгрыше стандартов у наших ворот, и опять же мы вот здесь получили практически в одинаковых, похожих ситуациях, когда концентрация внимания теряется, значит, не происходит полного разбора футболистов, и здесь получили мяч. Я считаю, что закономерно. Вот. Шло такое уже нагнетание, уже чувствовалось, что где-то вот-вот на тоненького. Ну, после, значит, перерыва мы внесли немного коррективы, и вот те замены, которые, значит, были сделаны, они оживили нашу игру. У нас более стал мяч под контролем, это что касается второго тайма. Вот. И здесь пошло, значит, нагнетание, и появились уже острые моменты у ворот Рубина. Поэтому сразу мог забить только вышедший на замену Ханжич. Головой не попал при отличной передаче, ему никто не мешал. Этот момент хороший был. Вот. Ну, в принципе, второй тайм уже проигрывали и хотели команда сравнять счет. Задвигались. И мне показалось, что мы физически мы выглядели поинтереснее и посильнее. Сил у нас на этот штурм, на последний, сохранилось побольше. Поэтому заработали вот этот хороший штрафной. Вот. Ну и исполнение, конечно, Марсио, тут вопросов нет. Этим он, значит, отличался и на сборах, в контрольных матчах. Поэтому, ну, для нас любое очко, и тем более в таком дерби, оно вдвойне приятно. Поэтому мы ребят довольны, мы ребят поздравили. И я думаю, что вот такие игры, они, наверное, дадут и психологически немножко такое раскрепощение после поражений, конечно, очень тяжело. А здесь ребята почувствовали, что можно играть с любым соперником, будь то дома, будь на выезде, поэтому и выкладываться надо в каждом моменте, и не теряя концентрацию на все 100, а то и 200%. Поэтому вот, то, что получилось, здесь мы, думаю, заработали это очко. Спасибо.